Слушай, вот когда вот близкий человек, да, которого ты содержишь, да, на которого ты рассчитываешь, который ты хотел бы гордиться, который тебе дорог, он тебя расстраивает. Ты имеешь же моральное право расстраиваться, да? Ну, конечно. Я, между прочим, про Салават, про наш дорогой, любимый Салават Юлаев. Нет, я Салават Юлаев хочу защитить. Плей-офф только начинается. Да? Плей-офф только начинается. Вспомните прошлый сезон. Никто в команду не верил, а результаты в итоге ого-го. Слушай, Артем, да, ну что вот возмущает всех болельщиков, всех, практически всех, вот с которыми, допустим, я общаюсь, да, их возмущает, что за те деньги, огромные деньги, которые получают хоккеисты Салавата, они их не отрабатывают, считают, что вот у них есть настроение, они играют, нет настроения, дурака валяют на площадке. Я понимаю, о ком идет речь, так в основном говорят о наших легионерах. Легионеры, конечно. Мы очень трепетно к ним относимся. Они же определяют лицо команды. Какая разница, выиграет ли Салават Юлаев или нет? Ну как это какая разница? Ну как это какая разница? Ну почему, ребят, вы не обсуждаете? Мы все переживаем за это. Ну естественно, вы переживаете за большой спорт, но не переживаете за детишек, которые мы же профессиональные болельщики, конечно. Это очень разная история. Профессиональный спорт и детский массовый спорт. Их надо разделить. Нет, но если вы поддержите детский массовый спорт и будете за них тоже болеть. Ребят, давайте так, это разные истории. Детский массовый спорт, там, допустим, да, и профессиональный, но они неразрывно связаны между собой. Я считаю, что там огромный разрыв, огромный. Здесь огромные деньги в профессиональном спорте, а детский он так, знаете, поубывающий. Вот давайте сейчас не будем спорить, давайте поспорим в студии. Мы как раз сегодня пригласили гостей, чтобы поговорить о спорте и о массовом спорте, и профессиональном. Хорошо. Есть тренер, есть детский спорт. Нет тренера, нет ничего. В каждом селе, в каждой деревне, чтобы ЖКХ помогала делать дорожку беговую, проложить. Денег не надо много, ребятки. Все стараются в город вывести, и вообще сельский спорт немножко отстает. Спортивные школы, например, да, которые сегодня недостаточно финансированы, они занимаются побором. Нам важно, чтобы молодые тренеры к нам приходили. Будущее любой нации, любого государства зависит от того, какими вырастут наши дети. Сегодня при повальном увлечении интернетом и соцсетями существует большой риск того, что молодое поколение вырастет малоподвижным и нездоровым. Поэтому не случайно государство ставит перед собой цель к 2024 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%. Понятно, что в Уфе возможностей приобщиться к спорту куда больше, чем в том же райцентре или на селе. Какие возможности в этом плане есть у обычных сельских детей, смотрите в нашем материале. В этом спортивном зале в селе Михайловка Уфимского района словно время остановилось. Штангами и грифами пользовалось не одно поколение тяжелоатлетов. Впрочем, неубиваемое снаряжение до сих пор служит верой и правдой. Этому мальчику 13 лет, но для своего возраста он настоящий Голиаф. При весе в 40 килограмм он поднимает едва не в 2 раза больше собственного веса. Мне помогает то, что дома относится лучше, то, что я хожу куда-то, занимаюсь не просто там музыкой занимаюсь, а тяжелой атлетикой там. И плюс еще в школе хорошо относятся. Несмотря на возрастной инвентарь, здесь вырастили 6 призеров чемпионата Башкортостана, а один атлет попробовал свои силы и на всероссийском уровне. Теперь, благодаря программе «Сельский тренер», таких успешных спортсменов станет больше, уверен тренер. Благодаря гранту я смогу купить здесь жилье рядышком, здесь же рядом работать. Это очень удобно. Всегда мечтал тренировать других. Я смотрел на своего тренера. Наверное, все-таки это мечта моя, работать тренером. Это приятно, когда дети растут, ты видишь их, ведешь. Эти хоккеисты из Михайловки, возможно, дали бы фору даже именитым толпаровцам, если бы играли круглогодично. Дворовой хоккей – это не пустяковая забава для тех, кто не нашел себя в большом спорте. В нашем регионе ледовые баталии продолжаются уже полвека. А начиналось все с речного льда. Сейчас же спортсмены занимаются вот на таких специализированных коробках. Правда, погода в этом году вносит свои коррективы в занятия хоккеистов. Этой зимой, например, из-за теплой погоды даже на уличном льду не всегда можно было потренироваться. В этом году тренировок было меньше в связи с тем, что зима теплее. Арены своей нет, зато есть желание играть и побеждать. За 6 небольшим лет эти ребята объездили всю Башкирию, обыграли фактически всех. В этом заслуга, как говорят ребята, их главного тренера. Программа «Сельский тренер» очень помогает молодым специалистам, как мне, поддерживать сельский спорт, занимать детей в сельских поселениях.
Знаем, что очень мало секций проводится, все стараются в город вывести. Немножко детский и вообще сельский спорт немножко отстает. Сельские тренеры рады новой одноименной программе. Говорят, что обустроят свое жилье поближе к спортивным объектам, где идут тренировки. И, конечно, где-то в глубине души надеются, что увидят своих подопечных на больших пьедесталах. По официальным данным Минспорта Башкортостана, сейчас систематически занимаются физкультурой и спортом 1 миллион 700 тысяч человек. Это более 45% населения. Только за последние 3 года финансирование этой сферы выросло более чем в 3 раза, почти до 4 миллиардов рублей. Есть дорогой как сердцу болельщика, так и бюджету спорт профессиональный. Есть спорт массовый, как залог здоровья всей нации. Как грамотно расставить здесь приоритеты и какие проблемы мешают развитию массового спорта? Что делается властями региона, чтобы физруки и тренеры не искали другую работу, а наши дети выросли здоровыми, крепкими и сильными? Ответы на эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня в студии, честно говоря, вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями. Итак, министр молодежной политики и спорта республики Руслан Хабибов, чемпион мира по полиатлону, директор футбольной академии Артур Кабиров, всем хорошо известный депутат Госдумы Российской Федерации, 13-кратная паралимпийская чемпионка Римма Баталова и спортивный телекомментатор Артем Кочешев. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. 4 миллиарда рублей. Очень внушительно. Скажите, Руслан Тагирович, это вместе с бюджетами профессиональных клубов или вообще на развитие спортивной системы? Это все финансирование идет бюджетное, республиканское финансирование. И финансируется эта отрасль за исключением профессиональных клубов и команд. У нас 7-8 месяцев зима. И неподходящий климат для занятий видами спорта на открытом воздухе. Нужны помещения, крытые помещения, большие спортивные залы. Особенно, опять же, в сельской местности и в районах. 2 вопроса. Во-первых, по сертификатам. Да? По известным сертификатам, которые были широко анонсированы на занятия детей в кружках и секциях, в том числе спортивных. Значит, это пилотный проект, который запустило Министерство образования нашей республики, Министерство образования и науки. Выделяется на год каждому ребенку 8800 рублей, которые он может направить, и деньги идут за ним. Работает на сегодняшний день. Запустили они этот проект. Да, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы, но смысл такой, что деньги идут за ребенком, и всегда они придут к тому тренеру или в то учреждение, где это интересно и где это востребовано. Давайте. Раз. Подождите. Но я полностью за Министерство образования не могу отвечать, да, именно в Министерстве спорта пока таких сертификатов нету. Условный Аскинский район, да, ребенок хочет заниматься борьбой, но нету у Аскина, к примеру, да, условно, нету у Аскина детского тренера по борьбе. Сертификат есть, а возможности заниматься этим видом спорта нет. Что делать в этом случае? Ну, в этом случае, безусловно, нужно на уровне муниципалитета это отрабатывать. В Аскинском районе есть детская школа. Да, в любом муниципалитете. В любом муниципалитете, еще раз говорю, есть школа, есть председатель спортивного комитета. Есть, еще раз, обязанности муниципалитета, который должен создать эти условия. В сельской местности или в Уфе только определенные школы участвуют в программе, где вот можно реализовать этот сертификат. Мы сейчас говорим о том, что в каком-то районе может не быть условия для занятия конкретным видом спорта. Да и в городе тоже не может не быть таких условий. Тоже тут даже если будут условия, видишь, Руслан, здесь даже нельзя попасть. Идея хорошая, безусловно. Вопрос, как она реализовывается, как она работает. Вот и будем смотреть, как продолжить или нет. По поводу строительства спортивных объектов в районах. Да. Это вообще тема. Тоже секунду, ладно, да? Во-первых, да, мы прекрасно понимаем, что вот малобюджетные, да, вот такие площадки, как площадки ГТО, воркаут, которые не так дорого стоят, вот на что нам нужно обратить внимание. В этой связи, в соответствии с указом президента, мы сейчас легко возводимые, да. Вот мы разрабатываем порядок во всех населенных пунктах, где проживает население более 3000 человек. Мы будем вот такие площадки устанавливать. То есть это целая программа. Это было бы здорово. Следующее, было бы здорово, да. Порядок отработается, постановление правительства утвердим. Следующее мы говорим, да. Ну, подождите, 16 ФОКов до 2024 года вы слышали с бассейнами, да. В зависимости от того, что где-то со льдом, например, в Дуванском районе, где-то с большим залом, где-то просто с тренажерным залом, в зависимости от того, что есть ФОК или нет. Уже сегодня идет проектирование 3 типовых проектов. Около 4 миллиардов рублей на это будет у нас направлено. Беспрецедентно, опять же, да. Следующее, опять же, в прошлом году 26 спортивных площадок ГТО было поставлено, мы пока в райцентры ставим, а вот именно в населенные пункты, в которых, ну вот количество, еще раз говорю, более 3, там будет уже более мобильные, более приближенные и, ну, менее затратные, скажем так, площадки. Поэтому мы правильно говорим сегодня, что есть условия
опять же, есть тренер, да, есть площадка, будет у нас дети заниматься именно массовым спортом, да? Именно а для этого, спорт. Ну мы же знаем же, Республика Башкортостан, а что мы должны развивать? Разве не лыжные гонки мы должны так развивать, да? Вот лыжные гонки мы развивать. Да? Давайте же честно говоря. Вот я услышал сельский тренер, вот извините, я услышал сельский, давайте опустимся на землю и просто посмотрим. Вот, допустим, человек закончил, я тоже закончил физкультурный университет. Вот вопрос. Я, значит, вот, допустим, я, допустим, решил работать в каком-нибудь районе, вот, например, в Уфимском районе я проработал тоже 4 года в спортшколе. Я, допустим, вот представьте сейчас, я закончил, я прихожу, мне какой дадут полиатлон и лыжные гонки, да? Вот, допустим, мне дают, когда я прихожу с физкультурного университета с дипломом, мне дают только начальный этап подготовки первого года обучения. То есть у меня будет уровень заработной платы на минимуме, то есть минимальный размер оплаты труда. И я должен протерпеть, когда у меня этот год, начальный этап подготовки, второго года, третьего года. Сколько это? Минимально это около 11 с лишним тысяч, да? То есть потом, смотрите, я объясню, 5 лет надо человеку, тренеру, я не говорю о сельском тренере, 5 лет надо человеку, чтобы у него была зарплата больше 30. Аналогичная ситуация и с воспитателями детских садов, и с педагогами в образовательных учреждениях. К сожалению, так. К сожалению, так. Видите? И мало того, что, опять же, и у чиновников точно так же. Вот в министерство, кто первый приходит, начинает работу, начинает с 12 тысяч заработной платы. Другое дело, что, еще раз, нам важно, чтобы молодые тренеры к нам приходили. Допустим, Васкины решили создать секцию борьбы, борьбы, да. Как они могут войти в эту программу «Сельский тренер», чтобы получить себе тренера? Потому что, как мы уже правильно сказали, есть тренер, есть детский спорт. Нет тренера, нет ничего. Есть такой проект, да, «Сельский тренер». В чем он заключается? Значит, во-первых, наша задача закрепить этого тренера, найти там, где его нет. Это сложно. Безусловно, да. Там в условном Дуванском районе закрепить тренера по, ну я не знаю, по борьбе, да? По борьбе. Это непросто. Поэтому его еще найти нужно сначала. Конечно. У нас есть опыт, земский доктор, у нас есть сельский учитель. Мы пошли по этому же пути. Единовременно получает 600 тысяч. За это он заключает соглашение, и его будет обязанность отработать непосредственно в той сельской местности, ну, откуда он, скажем так, где он будет тренировать, не менее 5 лет. По данным ВЦИОМ, в прошлом году регулярно занимались спортом только 38%. При этом среди подростков и взрослого населения наблюдается снижение физической активности. Основные причины – нехватка времени, секций и состояние здоровья. Мы посчитали, в какую сумму сейчас обходится занятие спортом для наших детей. Там, где есть спортивные секции. Какие виды спорта самые дорогие? Смотрите в нашем сюжете. С детства мой сын был гиперактивным ребенком, и подвижные игры ему нравились больше, чем спокойные. Тренировки у нас здесь проходят бесплатно, 6 раз в неделю, продолжительность 2 часа. Ему нравится этот вид спорта. Спортивная школа находится в соседнем дворе, и ребенок самостоятельно сюда добирается. На что тратятся средства? Это на экипировку, которая недорогая, составляет это примерно от 1000 до 1500 рублей, и выездные мероприятия, которые также составляет от 5 до 7 тысяч рублей. Многим, которые пытаются профессионально заниматься спортом, сейчас продаются очки за 3000 рублей, да, но я, например, всю свою жизнь спортивную, я плавал в очках, которые стоили 150 рублей. Плавки от 300 рублей начиная. Шапочку мы можем также приобрести, я сейчас смотрю, очень хорошая тенденция в больших гипермаркетах, где есть стойки со спортинвентарем, уже продают какие-то банальные очки, шапочки, это все тоже можно приобрести от 150 рублей. И, в принципе, комплект на ребенка выходит около 1500 рублей, не считая абонемент. Я заканчивала свою спортивную карьеру в 2015 году, и у нас у каждого пловца есть такая индивидуальная своя сетка с набором нашего технического инвентаря. Это трубки, ласты, доски, лопатки специальные. То есть эта сетка, она стоит, начиная от 50 тысяч рублей. С 1 класса начали ездить, возить полностью в школу бесплатно. Дети занимаются с 3-5 лет и старше ездят с огромным удовольствием. Шикарная школа, шикарные тренера. Да, форма за счет родителей, это в районе 2500 полностью комплект стоит. Мы едем сейчас в Нижний Новгород на финал, и поездку компенсирует Министерство спорта. Тренировка длится обычно 1,5 часа. Мы, естественно, ждем. Когда ребенка приводят в 5 лет, каждый ребенок проходит отбор. Обычный ребенок может пройти отбор спокойно.
А форму можно купить БУ дешевле, даже бывает обмен формами. А бывает, что Салават Юлаев предоставляет форму в современном мире. В основном все пользуются БУ для одежды, это предыдущих детей, потому что раз в полгода где-то меняешь одежду. Но цена вопроса 20-25 тысяч. После 18 лет, как бы не платили твои родители деньги, ты не выбиваешься. Либо тебе дано, либо нет. Здесь никакие деньги не сыграют значения. Мой сын 2009 года рождения, занимается уже 2 года, от 4 до 10 тысяч. Это, наверное, средняя цена спортивных костюмов. Цена, наверное, от 6 до 15 тысяч – это доска, ну, плюс необходимые боты и там шлемы. Это все покупается не на один раз. Выезжали в Финляндию. От 30 до 80 тысяч уходит на одного человека. Вот родители хотят отдать ребенка в секцию. Я не знаю, вот условно, давайте, фигурное катание. Фигурное катание. Они приходят в секцию фигурное катание, пусть это будет Уфа. Да? И им выкатывают, прошу прощения за выражение, ценник. Надо купить это, надо купить это, надо заплатить за лед, за тренера и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Руслан, сейчас еще же существует система сертификатов от государства, насколько... Ребенку, да. Да, вот да, насколько сначала, она здесь да, еще сначала работает. давайте вот по интересно. секциям проясним вопрос. Как это происходит? Вот, можно я давай. просто коротко, а потом уже из жизни. Я из жизни просто расскажу, как это бывает. На самом деле, вот взять любой район, у спортшколы есть определенный бюджет. Например, для того, чтобы записаться на спортивную секцию, есть федеральные стандарты. Вот, допустим, ребенка хотите привести. Надо сразу знать, с каких лет берут. Ну, я говорю, например, на лыжной гонке с 9 лет. Давай, вот, например. О каком виде спорта мы сейчас говорим? Вот, например, лыжные гонки. Да? Допустим, лыжи с 9 лет. Да? Мы его приводим, ребенка принимают с 9. Если он до 9, его по федеральному стандарту не могут взять. Только вот раньше, когда мы к Министерству образования относили спортивные школы, мы могли ранее немного забирать, уже 7 лет, 6. Артур, вот. здесь принципиальный вопрос. За бюджетный счет? За бюджетный счет. За бюджетный счет. Но единственное, придется приобрести лыжи. Если родитель заплатит хотя бы какие-то рубли, этого ребенка родитель берет за шкирку и тащит. И говорит, смотри, я за тебя заплатил. А когда ребенок идет на бесплатный, да, он говорит, ой, мам, я не хочу сегодня идти. А ему говорят, ну ладно, завтра пойдешь. Родители, если не могут купить лыжи, и, к сожалению, они реально не отдадут, а ребенок хочет. И второй вопрос, то, что, вы знаете, одно дело записать ребенка, второй вопрос продвинуть ребенка. А чтобы его продвинуть, нужны сборы. На сборы отправляют редко. Летом в одно только место, к сожалению. Вот многие районы. У нас, допустим, Уфимский район, Вагонек, 140 человек отправили. За чей счет? И за счет районного бюджета половина только, понимаете? То есть половину все равно придется родителям платить. Вот в чем проблема. Да, смотрите, еще раз, да. Спорт у нас и занятия в наших подведомственных учреждениях. И, кстати, у нас 56 еще осталось детско-юношеских спортивных школ в Министерстве образования, а всего у нас 126 школ в республике на сегодняшний день, да? Там все бесплатно. Хочу честно говоря, вот, да, сказать, обидно одно. У нас действительно инфраструктура прорастает. Мы очень много, вот, благодаря Минспорту, там, добились финансирования. На следующий год 3 объекта, по-моему, дай бог, должно сдаться. То есть вклад Минспорта вы признаете? Я признаю, что вклад федеральных средств действительно идет. Спасибо Раде Фаритовичу, спасибо Минспорту, спасибо, то, что вот это делается. Единственное, обидно только, я боюсь постоянно, что есть селы и деревня. Да, вот сейчас в каждом райцентре есть объект крупный, хороший. Но, к сожалению, вот Белорецкий район взять, видите, там самый огромный район. Он огромный. И там вот, допустим, добраться до какого-нибудь райцентра тяжело. Я просто говорю, там тоже очень прекрасно развито, но есть деревни, села, где нет, к сожалению, да, инфраструктуры. И вот если продумать, вот эти деньги, хотя бы часть какую-то направить на массу, деревни, села, хотя бы что-то сделать. Я имею в виду турник элементарный, брусья. Это все же мы, мужчины, умеем, да? Дорожку беговую. Проложить. Денег не надо много, ребятки. Не надо много денег туда. Ну, просто копейки. Ну, честно говоря, вы сказали, я все думаю. Давайте дадим Артему рассказать. Видится, вот я послушал внимательно. Вот Артур сказал о госстандартах. Ребенка берут в лыжи в 9 лет, в другой какой-то вид спорта, тоже с определенного возраста. А если ты хочешь, чтобы твой ребенок в 9 лет уже, потому что с него уже там будут требовать результат, ты и до того, как он в эту секцию бесплатную пойдет, его нужно все равно куда-то отдавать в частную школу, правильно?
Но вот видишь, Артур же говорит, что не нужно больших вложений для того, чтобы занимались дети спортом в массовом порядке. Не только дети, и взрослые. Допустим, на селе. Ну, проруби ты вот эту тропу здоровья. Слушай, летом будут бегать, извини, зимой будут я бегать. тебя внимательно слушал, да. Ну что такое проруби? Это что? Это лесопосадка, что ли, в которой надо просеку прорубать? Но некоторые же... Ты знаешь, во многих деревнях, дай бог, чтобы чистили дорогу, чтобы по ней можно было ездить. В деревне, я тебе уверяю, возможности для физической активности навалом. Вопрос в другом. Вот сегодня еще раз четко прозвучало, что основа основ массового спорта – это детский спорт. Так. Поэтому обязательно в каждом селе, хотя бы на базе спортзала в школе, должна быть возможность, крытые помещения, куда бы дети могли ходить и заниматься. Вообще есть школа, понимаешь? И пока мы будем ждать этих денег федеральных, там, региональных, не надо там ждать, уже целое поколение не надо ждать, это можно сделать собственными силами там, муниципального там, органа власти. Ну вот давай об этом сейчас еще Давай продолжим этот разговор. Жизнь пролетает словно миг. Здоровым быть сегодня в моде. Для тех, кто эти истины постиг, мы строим новый город на природе. Жилой комплекс «Цветы Башкирии». Город на природе. Сегодня мы обсуждаем тему физкультуры, массового спорта и не забываем при этом о достижениях профессионалов. Увеличение финансирования из федерального бюджета на приобретение спортивного инвентаря, строительство новых катков, бассейнов и других спортивных объектов, пропаганда ЗОЖ, различные соревнования. Именно по этому пути идет правительство по спортивной части нацпроекта «Демография». Как это все реализуется и какие подводные камни при этом встречаются – тема нашего репортажа. За 5 предстоящих лет в Башкирии предполагается построить 21 крупное спортивное сооружение стоимостью свыше 13 миллиардов рублей. Вкладываемые деньги надо использовать с умом, считает заслуженный тренер России Рустам Максумов. Камышлинку мы строили 15 лет. До сих пор, наверное, какие-то недоделки есть. Да? Сегодня, когда я по центральному телевидению, по нашему местному слышал, открыли бассейн, я рад. Но на другой день я слышал там, что его закрыли. Это плохо. Восьмикратный паралимпийский чемпион по плаванию Оксана Савченко про бассейны знает не понаслышке. При их строительстве надо советоваться с профессионалами, настаивает Оксана Савченко. Честно сказать, все, что, ну не все, но много, что строится там, например, в нашей республике, что проектируется в нашей республике, оно никак не согласовывается с профессионалами, которые именно пользуются уже этими объектами, и у нас получается тяп-ляп и готово, ну грубо выражусь. И взять, ну, некоторые бассейны, не будем называть, в каких районах они сейчас у нас строятся, но там ужас. Если честно, для физкультуры не очень подходят и, ну, во многом опасны для здоровья. Этому крытому надувному спортзалу больше 15 лет. На миллион на Уфу таких всего 3. Мобильных легко возводимых сооружений строить надо больше, считает директор футбольной академии Венер Шакирьянов. В каждом районе, если был большой зал, манеж вот для детей, порядка стоит 50-80 миллионов, тенты каркасный, 80 на 40. Это было идеальное бы усиление футбольных школ для детей, условия были бы по республике даже. Но это небольшие деньги для бюджета. С ним согласен и гендиректор футбольного клуба Уфа Шамиль Газизов. Важны как поддержка государства, так и частная инициатива, считает он. Время показывает то, что футбол, он как проникает, да? Ты строишь поле, и все. И там уже играют. Все просто. И играют не только дети, но играют и ветераны, играют и просто люди. Я вот надеюсь, что со временем у нас бабушки начнут играть. Вот тогда мы скажем, что мы достигли всего самого-самого хорошего футбола. Какие наиболее такие значимые спортивные объекты возводятся вот сейчас в республике? Мы завершили строительство и на сегодняшний день вводим, ну, скажем так, крупные объекты. Это прежде всего Центр спортивной подготовки на Камышлинке. На сегодняшний день там занимаются у нас сборные команды Республики Башкортостан. И этот центр откроется в марте месяце для населения уже непосредственно. Буквально вот месяц не прошло, мы сдали, вы знаете, это центр шорт-трека. Тоже он запущен. И мы уже провели этап Кубка России. Он располагается, да? Он располагается в Орджоникидском районе города Уфы, в Черниковке, там, где ДК «Химик». Понятно. Да. Еще какие? И кроме этого мы запустили, и вот уже у нас ведется набор, значит, и жителей микрорайона Инорс, и спортивные, скажем так, группы мы открываем. Это бассейн в Инорсе, который тоже, ну, достаточно, скажем так, не просто проектировался, но на сегодняшний день мы его запустили. Тестовые открытия мы провели, и тоже в марте месяце, но мы наметили до 15 числа,
там уже будут заниматься детишки. Ну и основная задача там будет как раз всеобщее по плаванию по поручению Ради Фаридовича, который мы организуем для Инорса. Это крупнейшие объекты, которые у нас на сегодняшний день открыты. Кроме этого, у нас ведется проектирование и строительство, вы знаете, крупных таких объектов. Международный центр борьбы, он уже спроектирован, камень мы заложили первый, и у нас уже начинается будет проводиться крупные международные соревнования по борьбе, да? Да. В 2021 год это первенство, ну, по международной квалификации чемпионат по спортивной борьбе среди юниоров. 2022 год это чемпионат мира по волейболу. Нам удалось в прошлом году привлечь за счет федерального бюджета, вот совместно с Римой Акбердиновной, почти что 500 миллиона рублей на строительство центра спортивной гимнастики. И стоимость этого объекта порядка 800 миллионов рублей. И в Кировском районе по улице Аврора уже начинается строительство этого центра. В течение 2 лет мы его построим, потому что для гимнастов это То есть очень центр важно. спортивной гимнастики, ну, мирового уровня? У нас все учреждения и все центры будут мирового уровня. Ну, то есть там можно будет проводить серьезные соревнования. Международные соревнования. Можно будет, да? Конечно. Вот такие крупнейшие спортивные объекты, их невозможно поднять и построить без участия федерального бюджета, только на средства республики? Нет. Вы знаете, мне хотелось бы сказать, что вот опять же вернуться к центру спортивной гимнастики, да, это на самом деле очень хороший опыт по привлечению именно финансирования из федерального центра. Почему? Потому что последние 10 лет такого не было. Стоимость центра спортивной борьбы 3 миллиарда 183 миллиона рублей. Вот. Мы надеемся на софинансирование за счет федерального бюджета не менее 50%. И такие документы мы уже подготовили. Мы говорим сейчас не о профессиональном спорте, а о массовом спорте. Да? Вот, Артур, вы его представитель. Как вам живется? Вы чувствуете, что увеличилось количество, ну, там, внимания или денег каких-то привлекаемых? Вот мне понравилось, что вы отметили, что в республике 45% систематически занимающих физкультурой и спортом. Действительно, задача поставлена именно майским указом президента России, и задача поставлена до 55% довести к 2024 году. И, конечно, сейчас новый состав правительства России акцент сделал именно тоже на массовый спорт. То есть, если в прошлом году в НКО финансировали всего 100 миллионов для НКОшек, да, вот что касается небюджетных организаций, то в этом году уже 185 миллионов, то есть почти в 2 раза. То есть сделали большое именно вот направление в развитии массы спорта. У нас в республике очень много районов, очень много сельских поселений. Для того, чтобы мы все-таки смогли до 55% доли граждан довести, систематически занимающихся физкультурой и спортом, нужно обязательно, чтобы в каждом сельском поселении был хотя бы один вид спорта. А в деревнях хотя бы, вот, да, которые при селах, как минимум 3-5 деревень, мы, наверное, знаем с вами, чтобы обязательно было для всех граждан хотя бы спортивная площадка. Артур, это в идеале, да? Можно ли обойти здесь без государства? Нет, без государства, конечно, все равно не обойтись нам, потому что все-таки дети приходят, они же должны прийти, и мы должны понимать, что они в безопасности находятся. Поэтому есть в школах, значит, где в спортзалах будут детишки эти заниматься, мы должны создавать эти условия. За массовый спорт, физическую культуру, это полномочия непосредственно муниципалитета, первое. Второе, мы обязаны создавать условия, чтобы формировать прежде всего инфраструктуру совместно с муниципалитетами. Третье. Чтобы создать условия для людей, да? Третье. Чтобы они занимались спортом, конечно, правильно? конечно, безусловно. Это задача государства в лице, в том числе, муниципалитета. Очень часто можно услышать мнение, что массовый спорт – это пасынок по отношению к спорту высших достижений. Так ли это и как можно повлиять на то, чтобы максимально привлечь детей к физической активности и спорту? Давайте послушаем мнение наших экспертов. На сегодняшний день есть уникальная программа «Красная машина», которая, я считаю, что непосредственно дает именно вот эту массовость. На сегодняшний день лозунгом «пойдемте играть в хоккей» нашу молодежь, ну, ты никак не затянешь, это не получится, да. А вот именно такими программами, то, что я говорю, как «Красная машина», которая ездит по стране, по всей стране, и во многих регионах это уже проводили, это мастер-классы с олимпийскими чемпионами, это мастер-классы с игроками, кто играл в НХЛ. Они непосредственно своим примером, своим общением не только с детьми, но и с родителями показывают, что этим нужно заниматься. Нам катастрофически не хватает катков. И
Я понимаю, что сначала нужно их построить, и после этого нужно их еще и содержать. Да, это очень важная часть. Вот. Но тем не менее, это, я считаю, что даст хорошие результаты, хорошие плоды, потому что мы должны относиться с пониманием к нашей молодежи, потому что наша молодежь немножечко сейчас отошла от спорта. Если сказать конкретно про футбол в республике, то с появлением футбольного клуба Уфа в десятки раз больше занимающихся детей стало футболом. Если даже взять по аналогии с нашей школой, то мы начинали, когда у нас было там буквально 50-70 детей, и сегодня 1500 детей, а желающих мы еще не можем всех охватить. Каждого игрока, который будет продан с нашего клуба, то есть с его трансфера, то мы 10% будем именно отдавать на то, чтобы развивать инфраструктуру в республике. Это не только футбольного клуба Уфа, а именно для футбола. Структуру однозначно менять надо, чтобы привлечь детей. Когда мы говорим сегодня спортивные школы, например, да, которые сегодня недостаточно финансированы, они занимаются побором, конечно. Конкретно занимается побором. Или мы говорим о том, чтобы этого не произошло, открывать надо профессиональные клубы. Очень давно мы поднимали этот вопрос неоднократно. Это стадион Салавата Юлаева, где мы неоднократно проводили соревнования, чемпионаты. Это было от 40-го завода, который сегодня 8 с лишним лет стоит закрытым. Не можете проехать мимо промсвязи за Татарским театром. Ну, он лежит в руинах, в снегу. Мастера спорта или первый разряд. Их можно влепить на бумаге, знаете, сколько хотите. А вот чемпионов сложно. Но когда, говорит, даже мастер спорта приходит поступать в институт, ну какой-то вот нефтяной или там еще куда, ему говорят: ты спортсмен, иди физкультурный. Подожди, но я перестану бегать или там бороться. Я хочу быть инженером. Но его никто не берет, его никто не поддерживает. Проблема? Конечно, проблема. Как привлечь детей к занятиям спортом? Можно я первый Если скажу? вот резюмируя, да. Первый вопрос. Вот вы СССР затронули, правильно. Раньше, вот приходишь даже в поликлинику, там педиатр даже мог сказать: вот такие есть виды спорта, запишись, запишись сюда, потому что педиатры, они авторитет для родителей и для знать, детей. что было в Советском Я Союзе сам или лично, было? потому что мне хорошо, что я 92-го года, да, мне было 4 года, хорошо, что у меня врач-педиатр сказала: Артур, вот смотри, хочешь записаться, вот есть вот этот вид спорта в лыжной гонке. Мне мама говорит: да, конечно, давайте, куда идти? Вот сюда. Нас Меня просто дали в лечили 9 еще лет. педиатры, Подождите, в 9 лет чемпионом Башкирии стал, да? закалки, А поэтому сейчас мы помним 9 лет, об этом. мы только Нет, в ну лыжной просто гонке он говорит, приходим. это- Понимаете? А раньше уже в 4 можно было прийти, еще в 90-х годах. Ладно, не СССР, но все равно. В 4 уже можно. А сейчас 9. А я в 9 уже чемпионом Башкирии стал. Какой профессиональный спортсмен придет в 9 лет? Это что за ерунда? Артур, извините? хорошо. Ну, все-таки не в педиатре, наверное, дело. Дело в том, что надо спортивно-оздоровительные группы возродить. Чтобы каждая спортшкола имела право принять детей до 9 лет, хотя бы с 5, с 6. С малых лет наши родители, мы сами должны быть примером для наших детей. Первые, вот мы если сами не будем примером, а будем только искать, кто-то будет заниматься, мы никогда не приведем ребенка к большим пьедесталам. Все-таки мы должны с ребенком, либо мы его за руку берем, мы либо папа-мама с ним идет на лыжах, либо он на футбол. А что у нас на футбол? В деревне, говорите, не могут, да? У нас его в деревне есть школы, спортзалы. Эти спортзалах должны быть заниматься, должны именно дети заниматься. И родители туда же вечером могут прийти. Прежде всего, безусловно, личным примером. Мы еще раз говорим, это формирование должно быть отношения, ну, прежде всего, в семье, среди родителей, да. Но опять же, мы сейчас воспитанием родителей же заниматься не сможем, да, это несерьезно, поэтому давайте мы воспитаем так наших детей в образовательных организациях, в спортивных школах. Еще раз хочу сказать, давайте будем говорить честно, да. Сегодня лучше, чем вчера. И в спорте в том числе, и в массовом спорте в том числе. На сегодняшний день, если ты хочешь, чтобы у тебя ребенок занимался спортом, и в том числе на бесплатной основе, такие возможности есть. Значит, Вот у Артура прямо кипит. за да? счет объектов, я сразу предупреждаю, и посмотрите через 4 года, за счет вот таких объектов крупных, да, мы до 55% доли граждан не доведем. Почему? Единственный вопрос, Почему? надо подключить ЖКХ в каждом селе, в каждой деревне, чтобы ЖКХ помогало делать трассы, тропы здоровья, все площадки, все помогало, как в Норвегии. просто Понимаете? построить в Норвегии, это еще не в Норвегии 11 тысяч
километров лыжной трассы. У нас в Башкирии сколько? 500 есть хотя бы? Ну, Нет? Норвегия, они рождаются они ЖКХ, с лыжами сразу. Нет, они И ЖКХ нам надо подключили, добиваться им этого. ЖКХ помогает. Жилищно-коммунальное хозяйство. Они помогают все это трассы. администрация, все, Смотрите, по сути, должна это давать. все входит в комплексе муниципальные органы власти. ЖКХ подчиняется, собственно, им. Не так. ЖКХ это управляющая компания, Ну, это коллеги. все условно, да. То, что отдельный администрация бизнес, да, они должна платят еще налоги. и Артем, что ты подключать хотел собственные ресурсы и прокладывать. Ну, я можно действительно согласен с Артуром в той части, что строительство крупных объектов, оно вот, массовость не закроет те самые 55%. Ну, каждый второй не будет заниматься борьбой вот, в центре борьбы. Туда все равно ребята будут лучше из лучших Отбирать, попадать. Да, и это касается всех объектов. Ведь почему советская система спорта была эффективной? Потому что каждый физрук на своем месте, да, каждый тренер детской юношеской спортивной школы на своем месте, да, это были энтузиасты. Они среди группы детей отбирали кого-то по конкретному виду спорта, и это все шло поэтапно наверх. Естественный отбор. Вот есть по молодежной политике специалист в каждом сельском поселении. К нему прикрепить, я это уже говорил и в правительстве, что нужно прикрепить к этому человеку массовый спорт, чтобы он пропаганду вел, чтобы он вышел и сказал: ребята, это круто, смотрите, вот так надо. Может, вот берете своим палки, примером? вот под такой, допустим, рост плеч, все, Артур, и пошли. Это все хорошо. Вот, Никто вот. не спорит, что люди хотят заниматься спортом. Нужна пропаганда. Но если мы говорим о детях, главные пропагандисты – это родители. Если родители не любят спорт, не занимаются, им не будет. Ребенок будет заниматься чем-то еще. А чтобы родители вместе с детьми занимались спортом, какие-то спортивные объекты должны быть в каждом дворе. Правильно. Ты вышел из подъезда, у тебя как минимум что-то должно быть. Либо для какой-то игры, или Кольцо, какие-то... да? Элементарное что-то спортивный какой-то инвентарь. А сейчас мы, к сожалению, давайте честно говорить, мы этого не видим. Глава республики создал совет по развитию спорта, физической культуры в республике Башкортостан. Общественный совет, экспертный совет. Это совет при главе республики. Да. Он состоит из 40 самых у нас известных спортсменов, призеров Олимпийских игр, значит, тренеров в том числе, науки и так далее. И первое заседание у нас будет в марте месяце, уже с Ради Фаридовичем это согласовано. Мы этот вопрос можем вынести на обсуждение, и совет имеет, ну скажем так, определенные полномочия, и я надеюсь, что мы найдем здесь тоже решение. Вам большое спасибо, что пришли, и большое спасибо за честный, предметный и конструктивный разговор, Спасибо. и профессиональный разговор. Спасибо. Слушай, ну неожиданно эмоционально сегодня получился разговор. Я от темы спорта этого не ожидал, да, согласись, да? И вот сегодня четко прозвучало, что вот пирамида большого спорта, она рухнет к чертовой матери, если не будет на своих местах энтузиастов своего дела, простых физруков и детских тренеров. Но она держится, да, но их очень мало, и, в общем... Как их где- привлечь, да, где как их привлечь, взять, да. Ну, опять же, сегодня прозвучало, вот и проект «Сельский тренер» классный, да, и я вот четко вижу, что наконец-то руководство региона, ну, во главе его стоят в том числе и спортсмены бывшие, да, они понимают важность этой темы и готовы финансировать ее. И дай бог, это сдвинется с мертвой точки. 600 тысяч, я скажу тебе, Ну, достаточно более-менее прилично, крупная да, сумма, да. Я надеюсь, что, тем более, резерв оставлен на 100 человек, поэтому я очень надеюсь, что все это случится. Дай бог, Тебе дай слово. бог. Быстрее, выше, сильнее. Честно говоря, спорт – это тяжкий труд, кровавые мозоли и преодоление себя. Единицы добираются до вершины, там, где очки, медали, слава, деньги и автографы. Но надо всегда помнить, что фундамент этой пирамиды – детские тренеры и физруки, а полученная в юности спортивная закалка остается на всю жизнь. И это уже ни много ни мало имеет государственное значение. Потому что без маленьких пацанов, гоняющих во дворе шайбу, не будет у нас новых Симаков, Гимаевых или Василевских. До свидания. Берегите себя и своих близких, занимайтесь спортом или хотя бы делайте зарядку. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.